Помним несколько аятов из суры Ар-Рахман. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Аллах сказал в суре Ар-Рахман. Ар-Рахман — это особая сура, описывает нам Аллаха, описывает нам Его блага. Есть хадис, с точки зрения иснада он может не такой сильный, но у него очень красивый смысл. Говорит: «Ликулли шейин арус ва арусуль Кур'ан суратур Рахман». У каждой вещи есть своя невеста, что-то такое красивое, пышное, яркое. И невестой Корана является сура Ар-Рахман. Аллах сказал: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Яс'алуху ман фис самавати вал арди кулля яумин хуа фи ша'n. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لا بشيء من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد والشكر والمنة. Аллах говорит: «Яс'алуху» — спрашивают у него «Ман фис самавати валь ард» — все, кто на небесах и на земле. «Кулля яумин хуа фи ша'n» — каждый день он занят. Вот. Есть на земле люди, джинны, животные, насекомые, электроны, протоны, микробы, вирусы. Все мы творения Аллаха, то есть нуждаемся в Его милости и обращаемся: «О Аллах, помоги, дай здоровье, дай благополучие, защити от того, от всего». И мы это делаем дуа и чувствуем, ощущаем, как Аллах это принимает и защищает, и кормит, и кого-то возвышает, и кого-то унижает. И каждый день Аллах занят вот этими, скажем так, вопросами. Субхану тааля. Какие же из благ Господа вашего, о люди и джинны, вы отрицаете? Ничто из благ твоих мы не отрицаем, о Аллах. Признаемся, что все блага от Тебя, и благодарим Тебя. Санафругу лякум. Скоро мы освободимся для вас. Айюха thaqalan, о две тяжести, о люди и джинны.
Придет время, судный день, когда все эти вопросы Аллах Джалля Джалялю оставит, и мир закончится, и Он займется нами, будет спрашивать нас, как жизнь провел, на что молодость потратил, как заработал, на что потратил, на основании знаний, которые я тебе дал, какие действия совершал и так далее. Много-много будет внимания Аллах нам уделять, каждого индивидуально спрашивать. Санафругу лякум аюха thaqalan, скоро мы освободимся для вас от 2 тяжести. Аллах джиннов и людей назвал тяжестями. Почему? Потому что вот мы отягощаем землю. Часто ошибаемся, грешим, нарушаем законы, и земле от этого тяжело. И некоторые даже очень неприятные вещи совершают, приписывают Аллаху детей, приписывают Аллаху дочерей, сыновей. От этого небеса и земля готовы растрескаться. Такие есть аяты в Коране. Такаду самавату, ятафаттарна мин фаукихин. Небо готово растрескаться, земля расколоться от того, что Аллаху приписывает то, что ему не свойственно. Вот говорят, Аллах, ангелы это дочери Аллаха, говорят. Иса алейхиссалям говорят, сын Аллаха. Узайр алейхиссалям говорят, сын Аллаха. Или говорят, Аллах 6 дней трудился, потом устал, на 7-й день отдыхал. Или Аллах говорят, бедный, а мы богатые. Вот такие всякие небылицы приписывают в адрес Всевышнего Субхану Тааля. Слыша это, небеса готовы разорваться на части от гнева, от ненависти, от злобы. Земля готова растрескаться, но они терпят. Аллах говорит, сабр. Может исправиться, может покаяться, может стануть на правильный путь. Но потом уже, когда все сроки закончатся, судный день наступит, каждого Аллах, иди сюда и давай, отвечай за свои слова. Я ма'шар аль-джинни валь-инс, о сонмище джиннов и людей, и не стататум ан танфузу мин актарис самавати валь-ард, если вы в состоянии преодолеть границы небес и земли, фанфузу, преодолевайте, ля танфузуна, не преодолейте, илля бисультан, кроме как имея на это власть, силу, мощь. Фабияи аляй раббикума тукадзибан, какие же из благ Господа вашего вы отрицаете? Ничего из твоих благ мы не отрицаем, о Аллах, признаемся, что все блага от Тебя, и мы благодарим Тебя и восхваляем Тебя. Юрсалю алейкум ашвалун миннар, придет время, когда мы пошлем к вам огненное пламя, ванухас и нухас – это расплавленная медь. Когда придет судный день, и надо будет всем людям на одной площади собраться, некоторые откажутся, не хочу, не пойду, не могу. Ответственности боятся. И тогда Аллах поднимет пламя и расплавленная медь, которая будет идти на людей и толкать, вести их на место сборища. «Фаля тантасиран», и не сможете вы этому противостоять. «Фабияи аляй раббикума тукадзибан», какие же из благ Господа вашего вы отрицаете, о люди и джинны? Ничего не отрицаем, о Аллах. Мы верим в то, что Ты сообщил, признаемся, что все блага от Тебя, и благодарим Тебя, я Аллах. «Файдан шаккатис сама», придет время, когда небо расколется. «Факанат варда», и станет розой, каддихан, как расплавленное, не расплавленное, а как разогретое масло. Вот, например, роза, что из себя представляет, вы знаете, да, вот такие лепестки друг на друга наложенные. Еще розу называют садбарк, 100 лепестков. Вот сейчас небо, оно ровное, никаких там пустот, брешей нету, чистое, красивое, защищает нас.
а в судный день изменятся законы, другие станут, физические законы изменятся, и вот Аллах говорит, что небо расколется и будет как лепестки роз, вот так вот, что-то на розу похожее будет. Валлаху алям, это нам сейчас представить невозможно, и будет слабым и вот таким как бы двигающимся, как вот когда плов готовишь или какой-нибудь яйца собираешься жарить на масле или что, вот так масло раскаливает, и оно так вот так стреляет туда, если капля воды попадет, вообще взрывается. Вот что-то подобное будет, валлаху алям, с небом в судный день. Фабияи аляй раббикума туказзибан, какие же из благ Господа вашего вы отрицаете? Ничто не отрицаем из твоих благ, о Аллах. Верим в то, что ты нам сообщил, признаемся, что все блага от тебя, и мы восхваляем тебя и благодарим тебя. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. В тот день не будет спрошен о грехах ни человек, ни джин. Будет такой этап в судный день, когда не будут спрошены люди. Почему? Потому что понятно будет, кто есть кто. Праведники будут светлые, у них лица, как луна, ясные, красивые. Грешники, наузубилля, черные будут лица, как ночь, как пылью покрытое, какое-то грязное какое-то место. Праведники будут ходить на ногах ровно, красиво. Грешники будут воскрешены вверх ногами, на лице будут ходить, вот, с синими глазами. Вот такие описания есть в других сурах. Кто был высокомерный, гордый, кичливый, типа как фараон, воскреснет маленьким, как таракан, как муравей. Остальные на них будут наступать, по ним ходить. И поэтому ясно будет, кто есть кто. Фабияи аляй раббикума туказзибан, какие же из благ Господа вашего вы отрицаете? Ничего из благ твоих, Аллах, мы не отрицаем. Признаемся, что все блага от тебя, благодарим и восхваляем тебя. Ю'рафуль муджримуна бисимахум. Грешники будут узнаваемы по их лицам. Фаюхаду бин навасы, их схватят за чуб, валь акдам, и за пятки. Ну, есть такое описание в хадисах, толкование этого аята, что их вот так ангелы схватят за чуб, чуб это вот это место, и за пятки вот так скрутят, как шарик, и будут толкать вперед. Наузубилля. Пусть Аллах сохранит нас от такого состояния. Поэтому надо избегать преступлений. Муджрим, Аллах называет муджрим. Ю'рафуль муджримуна бисимахум. Преступники будут узнаваемы по их лицам. Фаюхаду бин наваси валь акдам. Их будут хватать за чуб и пятки. Фабияи аляй раббикума туказзибан. Какие же из благ Господа вашего вы отрицаете? Ничего из благ твоих, о Аллах, мы не отрицаем. Признаемся, что все блага от тебя. Казалось бы, какое может быть благо? Вот Аллах описывает, как Он будет тиранов наказывать. Да, это благо, потому что тиран заслуживает наказания. В этом мире Аллах его не наказывал, или минимально наказывал, давал возможность исправиться, покаяться, встать на путь истины, просить прощения у Аллаха, просить прощения у тех, кого он обидел. Но этого он не сделал, не захотел сделать, и будет получать справедливое наказание в судный день. Наузубилля. Хадихи джаханнам. Вот это гиена. Аллати юказзибу биха аль-муджримун, которую считали за ложь преступники. Ятуфуна байнаха, они будут кружить между гиеной, ва байна хамимин ан, и раскаленной водой. Наузубилля, наузубилля, наузубилля. Когда преступники, грешники, оказавшиеся в огне, будут просить воды, их будут, в кавычках, да, угощать раскаленной водой, кипятком. И будут они туда-сюда вот ходить, пытаясь утолить свою жажду. Наузубилля, наузубилля, наузубилля. Пусть Аллах сохранит нас от такого.
Фабиайи аляй раббикума тукадзибан, какие же из благ Господа вашего вы отрицаете? Ничего из благ твоих мы не отрицаем, о Аллах, признаемся, что все блага от Тебя, просим прощения у Тебя и благодарим Тебя. И мы признаемся, говорим, что никакие из благ Твоих мы не отрицаем, о Аллах, признаемся, что все блага от Тебя. Вот есть такой хадис, в достоверных сборниках он приводится, о том, что Аллаху Тааля до того, как еще нас создал рай и ад. И каждому из нас выделил участок в раю и участок в аду. Наузу билля, пусть Аллах нас сохранит от последнего. И в процессе нашей жизнедеятельности мы эти участки, образно говоря, обрабатываем, подготавливаем. Есть такие хадисы, если человек будет намазы читать, ему дом построят в раю. А если наоборот, намаз не будет читать, например, тахарат не будет брать, он себе подготавливает форму наказания в аду. Был такой случай, по каким-то причинам сахабы куда-то торопились, валлаху алям, быстро-быстро, а надо было на какую-то битву идти. Быстро-быстро тахарат брали и ноги не мыли, как-то протирали ноги. И пророк в это время пришел к ним, смотрит, что они ноги не моют, говорит, вайлю лиль а'каб минан нар, горе к пяткам от огня. Вот. Когда, тахарат берешь неполноценно, это места не домыл, будет огонь потом мыть, например. И таким образом у каждого есть место в раю, есть в аду. И те, которые были грешниками, жизнь свою провели в неверии или утопая в грехах провели, это место в раю, которое им было суждено, останется пустым. Но Аллах Тааля пустоту не любит, исраф Аллах не любит. И это пустое место отдаст тем, кто боялся Аллаха Субхану Тааля. «Валиман хафа макама раббихи джаннатан». Кто боялся ответственности перед Господом своим, получит 2 рая, 2 участка в раю. И потом идет описание, что будет на этих участках. Об этом, иншаллах, узнаем в следующий раз. А пока делаем вывод о том, что жизнь, она не шутка, не игрушка. Аллах нас для забавы не создал, для игры не создал. Он создал нас, чтобы испытать, кто из нас больше и лучше делает хорошие дела. Аюкум ахсану амаля. Они в судный день будут материализованы, и блага превратятся в райские награды, добрые дела, и наоборот, аузу билля, грехи превратятся в разные формы наказания в судный день. Просим Аллаха защитить нас от ада. Аллахумма аджирна минан нар, Аллахумма аджирна минан нар, Аллахумма аджирна минан нар, вадхилна джаннатал фирдауси ма'аль абрар, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب